Добрый день. В эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Добрый день, Салават. Добрый день. Мы говорим о создании и становлении Башкирской республики. В прошлый раз мы остановились на событиях марта 2019 года, когда Башкирская автономная советская республика была признана советской властью и состоялось подписание соответствующих документов в Москве. Мы сказали, что, в общем, это одна из дат, но, по сути, она не является первой, поскольку республика де-факто провозгласила себя раньше, еще в 1917 году. Но здесь хотелось бы теперь понять, что происходило вслед за тем, как были подписаны вот эти бумаги в марте. Подписание состоялось, подписание вот этого соглашения от 20 марта 1919 года. Но я хотел бы вот еще о чем сказать. Если сравнивать Башкирскую республику вот с другими республиками, потом, которые уже были образованы в составе Советской России, то в истории их образования обнаруживаются важные отличия. В отличие от других автономных республик России, которые стали возникать в 20-х годах прошлого века, Башкортостан, как тогда назывался, стал результатом вооруженной и политической борьбы башкирского народа за автономию. Этот факт бесспорен. И вот, допустим, Тимофей Сидельников, уполномоченный Ленина, который в 19 году был послан в Башкирию, оставил он интересные записки, и вот что он писал, прибыв сюда. «Военное происхождение Башкирской республики не подлежит никакому сомнению. Лучше всего в республике поставлено военное дело, едва ли не лучше, чем в соседних губерниях, и неизмеримо выше, чем у киргизов, то есть казахов. Здесь действуют в одном направлении бунтарские традиции башкир, не раз поднимавших оружие против царей, и хорошая военная выучка, какую они проходили, отбывая воинскую повинность. Воевать и организоваться в военном отношении башкиры могут, конечно, во всем, пользуясь готовыми рецептами своих союзников. Вчера колчаковцев, а сегодня Красной Армии». Отдельно выделял как раз-таки заслуги народа в том, что республика появилась. Не сверху была спущена, а снизу инициатива. Да, причем она была завоевана вооруженным путем. По соглашению с советской властью, вот пункт 9 был, в целях укрепления советской власти в Башкирской Советской Республике и борьбе как с российской, так и мировой контрреволюцией организуется отдельная башкирская армия в составе одной 4-полковой кавалерийской дивизии и одной 3-полковой стрелковой бригады, подчиняющейся общему командованию и управляемой согласно положению о Красной Армии. То есть мы видим, что по соглашению предполагалось наличие башкирской армии и башкирской милиции, которая тоже формировалась здесь. Собственно, команда, подчиняющимся... Нет, наоборот, теперь подчиняющимся, но, по крайней мере... Отдельное образование, отдельная структура. Армия, вот как мы уже говорили в прошлой программе, части башкирского белого корпуса, которые перешли на сторону красных, были отконвоированы в большом числе в тотские лагеря, и вот из этих частей стали формировать вот эту новую теперь Красную Армию. Опять были проведены мобилизации в Башкирии для новой армии. Части Красной Армии не были посланы на Восточный фронт, потому что, они резонно боялись центральной советской власти, что, в общем-то, если они прибудут в Башкирию, башкирская армия, то опять получат такую мощную поддержку населения и, в общем-то, станут опять таким мощным фактором политики, что и опять какие-то, может быть, независимости задумаются. не то, что за независимость, там, наверное, не так. Была цель подорвать у башкирских руководителей вот эту опору, поскольку, как вот в предыдущей программе говорили, Валидов же разгадал их план, он же сказал, что нас, говорит, сейчас используют, а потом выкинут просто, и из числа же башкиров воспитают поколение коммунистов, которыми нас заменят, которые будут послушно выполнять волю Москвы, а нас уберут. Поэтому из-под валидовцев нужно было выбить почву. А как выбить его почву? Именно так, потому что если бы башкирские вот эти красные части прибыли в Башкирию, то Валидов бы просто еще многократно получил бы политический капитал. Этого нельзя было допустить. К тому же, как я уже говорил, на местах была еще больше нигилизм по национальному вопросу у губернских коммунистов, оренбургских, уфимских и так далее, чем даже в центре. Причем это четко осознавалось Куйбышевым, который, например, писал, что командиры и комиссары первой Красной Армии, зная о достигнутых соглашениях между центром и башкирским правительством, продолжали утверждать, кавычки открывать, о недопустимости национальных формирований и составления частей башкирского корпуса при оружии, так как Россия должна быть единой и без всяких автономий. На заседании Оренбургского ревкома 2 марта 2019 года, то есть еще до подписания вот этих соглашений между башкирским правительством и центральной властью, было сказано: центр стоит за широкую автономию народностей, хотя бы для того, чтобы создать иллюзию автономии, чтобы каждый народ потом сам отказался от автономии. С другой стороны, башкиры могут перейти в противном случае на сторону Белой гвардии, поэтому автономию Башкирии нужно признать. Видите, как они рассуждали? Сообразуясь исключительно вот из-за вот таких тактических целей, никто не хотел ее всерьез воспринимать. Как раз после подписания вот этих соглашений с советской властью началось
Как раз почему башкиры рвались на Восточный фронт, вот эти части башкирской армии, потому что началось контрнаступление белых. Белые до этого были отброшены на восток, потом они все-таки сумели сконцентрировать свои силы и начать контрнаступление. Вот это последнее их вот более-менее успешное контрнаступление. 13 марта они захватывают Уфу по приказу Троцкого. Башревком, как теперь уже называлось башкирское правительство, эвакуируется в Саранск. Саранск теперь местом резиденции башкирского правительства или Башревкома стал Саранск. Как раз Валидов, что интересно, отмечает, в это время союзники в Владивостоке провели международную конференцию, где было решено усилить снабжение российских правительств, борющихся против большевиков. Валидов получил вот это предложение, телеграмму, но говорит, ну теперь что? Валидов говорит, да, теперь уже поздно. Прислал, кстати, эту телеграмму ему, предложение генерал Гайда, чешский генерал. Что здесь происходило? Результаты вот этого террора, который устроили красные части в Башкирии, сказалось на том, что башкирское население, когда началось уже наступление белых, стали опять массово переходить на сторону, уже мирные жители, массово переходить на сторону белых, вступать в белую армию. Вот что пишет Ереван Сайт 5-й Красной армии. Башкиры в огромном количестве вступили добровольно в белую армию. Оставшиеся в тылу у нас нападают на наши обозы отдельных красноармейцев, которых уродуют. Вражда между рабочими и крестьянами, русскими и татарами с одной стороны и башкирами с другой достигла большой остроты. Объясняется это тем, что башкиры землевладельцы, а остальные арендаторы, припущенники на башкирских землях. А в чем заключался террор башкирской Красной армии на территории республики? Почему народ был обижен уже за короткий период? Ну вот как раз, когда было весеннее наступление красных, началось, и башкиры просто относились как контра и так далее. Террор в отношении башкирского населения просто дикий был. И поэтому, когда вот началось контрнаступление белых, башкиры, именно мирное население, башкирское правительство в это время находилось в Саранске, стало переходить. Вот поэтому, красный террор был страшный. Белые так себя не вели. Потом информационный отдел первой Красной армии добавляет картину. Башкирский шпионаж в пользу белых процветает. Башкирское население часто производит нападения на красноармейцев. Причем это же мирные жители все делают, какие-то партизаны и так далее. Вот такая была непростая ситуация. Таким образом, башкирский народ, вкусив вот этого большевистского рая, буквально в течение 1-2 месяцев, опять толпами пошел в белую армию. Многие без всякой идеологии, просто чтобы выжить в условиях красного террора. Белый эмигрантский писатель Роман Гуль писал о событиях весны 19 года. Дерется подвядка ударной башкирской дивизии князя Голицына. Башкиры, ожесточеннейшие против красных часть. Снег еще лежит серебряным пластом. Башкиры-лыжники обгоняют отступающих красных, бьют с тыла, сочетая с ударами в лоб. Смял красных князь Голицын. Именно поэтому Валидов, понимая, что вот видите, как настроение меняется, требовал от центра скорейшей комплектации башкирской Красной армии и отправки ее на Восточный фронт. Но, как я уже говорил, ничего этого сделано не было. К осени 19 года половину южной армии белых, которой командовал генерал Белов, составляли башкиры, в том числе знаменитая бригада Мусы Муртазина. Сам Белов свидетельствует, башкиры дружелюбно относились, как он писал, к наступающим правительственным войскам, то есть белым войскам. Встречали хлебом, солью. Многие шли добровольцами в наши войска, как знатоки местности, и успешно выбивали красноармейцев из деревень. Такое благожелательное отношение башкир к нашим войскам в значительной мере способствовало продвижению последних в указанных районах. Отступающие красноармейцы, видя в башкирах непримиримых врагов, терроризировали и грабили башкир. В результате башкиры впали в нищету, окончательно разорены и обречены на голодную смерть. Вот такая была ситуация. Вот гражданская война, что, видите как? В свою очередь, башкиры тоже, Башревком, который сидел в Саранске, не сидел сложа руки. Башкирское правительство, используя все имеющиеся средства, форсировало организацию новой башкирской армии, то есть Красной армии. В июне 19 года Башревком обращается к населению занятых белыми районов. Башкиры Тамьяна, Тангаура, Тамьян-Ката, Усергана, Златоуста, Челябинска, Шадринска и Красноуфимска. Поймите, что среди наших башкирских войск воюют ваши дети, ваши храбрые джигиты. Наша башкирская Красная армия в недалеком будущем с прибытием на фронт берет на себя обязательство освободить вас из-под власти Колчака. Башкирская армия действительно прибудет на фронт, но только не на Восточный фронт, как чаял Башревком. А эти воззвания находили отклик у населения? Воззвания, сейчас трудно сказать, находили или не находили. Все это было скоротечно, шла война, фронты двигались. Но вот этот красный террор, он был страшный. Лидеры автономного Башкортостана предпринимали усиленные попытки
переманить белобашкир на свою сторону. Башревком даже издает воззвание. Натравленное в гражданской войне на Советы башкирское население Урала, являясь на сборный пункт мобилизации, скрывает свою башкирскую национальность, называя себя татарином или совсем не является. Не бойтесь Красной Армии. Вот идет мобилизация башкиры, то есть уже настолько затерроризированы Красной Армией, потому что расстреливали просто, а башкир все, значит, контрреволюционер к стене, и разговор недолг. Даже записываясь в Красную Армию, предпочитали называть себя татарами и так далее. Валидов настаивает на формировании из уже имеющихся под рукой сил отдельной башкирской армии, как это было закреплено в соглашении, и отправки на Восточный фронт, но красные не торопятся, причем они не хотят, красные, чтобы башкирская Красная Армия представляла собой какой-то единый кулак. Предполагалось так, вот эти сформированные башкирские части, бригады, полки и так далее, просто будут вот как национальные единицы распылены по разным фронтам. И Валидов с горечью пишет Ленину, Троцкому и Сталину: создание отдельных башкирских полков, даже бригад, не сводя их целиком в одну самостоятельную единицу, армию, невыгодно, ибо каждый русский начальник, какой бы партии он ни принадлежал, прежде всего смотрит на нас как на дикое войско и начинает каждую дыру чинить нами. Обращения Валидова остаются без внимания. Массовая поддержка башкирами Белой гвардии объясняется не утратой доверия народа к своим лидерам, перешедшим на сторону большевиков, а главным образом репрессивной политикой большевиков. Этот факт признавал сам Ленин. В июне 19 года он указывал в телеграмме Реввоенсовету: обратите сугубое внимание на оренбургских казаков и башкир, ибо при предыдущем наступлении мы наглупили, прозевали и не использовали этих сил. Мобилизуйте их спешно. Начались новые мобилизации в Красную Армию, однако башкир, как я уже говорил, не слишком-то охотно шли туда, боясь репрессий, потому что уже все это. Опять же, штаб Южной группы Красной Армии обратился к солдатам-башкирам: вы, скрывая свое башкирское происхождение, тем самым приносите вред Башкирской республике. Все ваши руководители на этой стороне. У нас сейчас имеются созданные башкирские полки, вы должны влиться в эти полки. В целях обслуживания ваших нужд в городе Самаре организовано представительство башвоенкомата. С приездом в город Самару, не боясь никого, должны заявить о том, что вы башкирин, и должны явиться в башкирский батальон. За то, что вы башкиры, никто не имеет вас права преследовать. Это обращение вот этого штаба войск. Пропагандистская работа шла. Сам факт, что пропагандистка, но ведь здесь вот между строк читается, почему возникает понимание, почему башкиры не приходили. Убивали просто за то, что башкир. Ловили и убивали. Все, потому что башкир это белый. Такое же отношение было к казакам, казаков то же самое. Ловили сразу, на месте убивали. Это народ, башкиры и казаки вот в то время оказались в такой тяжелейшей ситуации между молотом и наковальней. Но что же делать? Вот были сформированы уже первые части башкирские, и уже первая 4-полковая группа войск, фактически дивизия, была отправлена отрабатывать автономию не на Восточный фронт, как я уже говорил, а на Южный фронт, на Украину. В июле 19 года уже отчитались о проделанной работе. Газета «Известия Башревкома» писала: башкиры под Харьковом показали чудеса храбрости. Башкиры доказали, что автономию они сумеют удержать и что они достойны этого. А вот какие сообщения приходили в Саранск, временную резиденцию Башревкома, непосредственно с фронта. Прибывшие из Харькова военные представители передают, что наши полки под Харьковом дрались отчаянно. Враг видел в них самого дисциплинированного противника. Настроение в полках воинственное. По словам тех же представителей, башкирские полки дерутся лихо, просто секим башка. В общем-то, вот эти бои, тут, наверное, лучше бы сказали военные историки, тот же Таймас или Рахимов. Просто я знаю, что там была тяжелая ситуация. Башкирские части под Харьковом понесли огромные потери, в первую очередь, потому что они были брошены на фронт еще до конца недоукомплектованные, недоснабженные. И вот буквально в режиме вот реальных боев, буквально прямо на ходу приходилось формироваться, группироваться, организовываться и вот вести бои. Тяжелые бои были, но тем не менее они там показали себя, в общем-то, очень достойно. Башкирское национальное движение состояло ведь не только из национал-автономистов, такого социалистического направления, которые были представлены в виде валидовцев. Ну, это было самое мощное направление, но оно не единственное. Также было правое крыло башкирское движение, которое было представлено братьями Курбангалеевым, семьей Курбангалеевых. Это была семья суфийских шейхов, крупных землевладельцев, вотчинников, промышленников. У них и заводы были свои. Это были аргаяшские башкиры. Это территория современной Челябинской области. Пока Валидов и башкирское правительство находилось на стороне белых, валидовцы, социалисты, находились как бы в одной лодке вот с этим, с правым крылом башкирского движения, Курбангалеевыми, которые вообще поначалу были монархисты, а потом уже начали немножко тоже, ведь у них эволюция взглядов происходила, потом они уже сходились на том, что надо вот какую-то такую отдельную башкирскую губернию образовать,
называть, не называя это прямую этой республикой. А вначале они вообще говорили о том, что просто нам нужна культурно-национальная автономия и отдельный башкирский муфтият, избавиться, как они писали, опять же, их цитата, чтобы избавиться от татарского засилия, татарских муфтиев. И у них виделось будущее башкирского народа в виде такой теократии, то есть не надо нам государств, наши будут руководителем какой-то наш один муфти и так далее. Башкиры перешли сюда, на сторону красных, а эти остались там, курбангалеевцы. И вот 22 июня 2019 года в Челябинске под председательством Курбангалеева прошла башкирская конференция. Одним из главных вопросов, обсуждавшихся на конференции, был вопрос о внутреннем управлении Башкирии и конкретно о ее выделении в отдельную губернию. Было даже постановлено утвердить Всебашкирский съезд, провести, вернее, запланированный на 26 июля. Однако ничего этого не состоялось. Уже 1 августа белые войска были выбиты из города Челябинска частями 5-й Красной Армии. И уже находясь в Омске, уже все, белые откатились до Омска, уже сам Омск был под угрозой падения, да, и там уже находясь в Омске, Мухаммед Курбангалеев писал докладную записку по башкирскому вопросу председателю колчакского правительства. Покорнейше прошу для утешения башкирского народа и войска немедленно по очищении самой Башкирии от армии Совнаркома присоединить ее к одной российской губернии, территориально связанной с Сибирью, в которой допустить суверенитет башкирского народа. Опять он говорил, в принципе, все те же слова, но только как бы облекая ее там в другую терминологию. Все это уже было, так скажем... Бесполезно уже было. Да, уже запоздалые такие уже метания. Давайте коснемся буквально несколько слов о судьбе вот этого башкирского белого воинства. Отступающие армии белых, того же Белова и так далее, там достигла разложение в этих белых частях пика. Уже высокая идея спасения единой и неделимой России уже не могла спасти фронта. Дезертирство приняло катастрофические масштабы. И вот что пишет один из очевидцев тех событий. К этому времени в частях оставались самые надежные, в большинстве башкиры. Они, безусловно, не хотели оставаться на растерзании красным. Белые офицеры бросали части, убегали. Ситуация была такая, что многие полки белогвардейские были лишены офицеров, потому что... Разбежались. Да, все разбежались. Даже бежал сам командующий Оренбургской армией генерал Белов. Таким образом, продолжает один очевидец этих событий, неизвестный офицер, который нам оставил замечательные записки, мы бросили этих несчастных, вот эти части, веренные им. В таком положении в голодной степи остались десятки тысяч башкир и другие из-за недальновидности, нераспорядительности и халатности командного состава. Видя полный крах вот этой белой идеи, в августе 19 года на сторону Советов перешла трехполковая башкирская кавалерийская бригада Мусы Муртазина, насчитывавшая 3000 человек. Это бригада. Те башкирские части, которые не захотели оставаться на стороне красных, вот когда вот началось вакханалия террора, они, значит, обратно перешли на сторону белых. Вот теперь они переходят обратно на сторону красных. И вот тот же белый офицер вот так объясняет его переход. Его переход, я по своему мнению объясняю так. Наверное, не позволило ему национальное чувство бросить в самую трудную минуту своих сородичей на произвол судьбы, как это сделали многие. Говорит, что Муса Муртазин не бросил свою часть, и как другие белые офицеры не бежал. Все же побежали в Харбин, в Маньчжурию там, и так далее. Кто-то в Синьцзянь, то есть за границу рванули. А этот остался. А также не позволило ему чувство бросить в трудную минуту своих сородичей на произвол судьбы, как это сделали другие, а также вести их на голодную смерть. Отступление, это значило бы голодную смерть. Одним словом, он не бросил свою часть и решил, в общем-то, переходить на сторону красных. После падения Омска несколько тысяч башкирских воинов отступают на восток. Впереди у них был беспримерный по тяжести всем известный ледовый поход, пройденный вместе с Капелем. Затем они отступали до Иркутска, где незадолго до подхода капелевцев находит свою смерть Колчак. Затем была Чита, Маньчжурия. Из 5000 башкир, выступивших из Омска, до Забайкалья добрались лишь 2000. В дальнейшем вот эти 2000 человек, когда уже они влились в армию атамана Семенова, и потом, когда уже и дело Семенова было проиграно полностью, они частично отступили в Маньчжурию вместе с Курбангалеевыми уже на территории Китая, а другая небольшая часть ушла в Монголию, к барону Унгерну, и составили целый полк в его в этой азиатской дивизии знаменитой. Вот такая была тяжелая и незавидная судьба вот этого белого воинства. Ну что ж, время программы подходит к концу. Мы продолжим наш разговор с Салаватом Хамидуллиным в следующий раз. А сейчас я благодарю вас, Салават. Благодарю всех, кто был с нами, и до новых встреч. До новых встреч, до свидания.